году. О, Русь, взмахни крылами, поставь иную крепь, с иными именами встает иная степь. Довольно гнить иное и славить взлетом гнусь. Уж смыла, стерла деготь воспрянувшая Русь, уж повела крылами ее немая крепь, с иными именами встает иная степь. Однако впоследствии Есенин понял, что эволюция — это не только прогресс, но это еще разруха, голод и террор. Поэтому настроение приподнятости, которое мы видели в этом стихотворении, которое сейчас прочиталось, меняется у Есенина растерянностью. В это время разрушается крестьянский быт, который так любил Есенин. Представители, посетители литературных салонов эмигрируют в Европу, в другие страны, и к литературной жизни приходит самая разная публика. В 1919 году Есенин становится одним из организаторов литературной группы, которая называлась «Имажинисты». Представители имажинистов перед вами на слайде. В эти годы у Есенина появляется в его стихотворениях чувство разгульности, невозможности жить и творить, будучи оторванным от народных крестьянских корней. Поэтому в его лирике этой поры, когда он был с имажинистами, появляются трагические, печальные настроения. Так, например, в стихотворении, которое Есенин посвятил своему другу, писателю Марину Гуфу, он пишет: «Я последний поэт деревни, скромен в песнях дощатый мост, за прощальной стою обедней, кадящих листвой берез, догорит золотистым пламенем из телесного воска свеча, и луны часы деревянные